Bir-iki iş atmaylık. Gerçekten uzman sessiya Rustam Галевич миңа татарча чыгыш ясарга киңәш бирде. Мин аның киңәшен үтәйм. Әгәр минем татар телем Тукай теле кебек матур булмаса да, мине сез гафу итәрсез дип уйлыйм. Уважаемые актанышцы, я очень люблю приезжать в Актанышский район, где живут красивые, трудолюбивые люди, настоящие патриоты, любящие нашу страну, нашу республику и свою малую родину. И для меня большое удовольствие сегодня лично обратиться к вам с небольшой речью. Во-первых, в преддверии Международного женского дня поздравить всех женщин, моих коллег, а в вашем лице всех наших мам, бабушек, сестер, наших подруг, всех проживающих женщин в Актанышском районе с наступающим праздником. Пожелать им мира, добра, любви, здоровья, материального достатка и много-много радости. Мы, женщины, с вами, в отличие от мужчин, несмотря на то, что все разные, молодые и уже зрелые, руководители, подчиненные, нас всех объединяет одно – стремление к женскому счастью. Мы хотим, чтобы в нашем доме был мир, порядок. Мы мечтаем о том, чтобы наши близкие были здоровы, чтобы дети получали качественное образование, а наши пожилые родители – хорошее медицинское обслуживание. Мы верим и надеемся, что государство не будет стоять в стороне, когда нам трудно, а выполнит взятые на себя обязательства и адресно поможет тем, кто в этой помощи нуждается. Мы всегда, как бы нам трудно не было, будем думать о близких, о тех, кого любим, о наших детях, о наших родителях. Дорогие мои коллеги, в преддверии этого весеннего, доброго дня, несмотря на то, что сегодня идет метель, я хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше радостных моментов, чтобы вы испытывали каждый день огромное счастье, каждый день, а не только день 8 мая. Во-вторых, я вышла на эту трибуну, и Энгель Навакович дал мне слово, спасибо большое, чтобы заверить вас, что всегда поддерживала и буду поддерживать все абсолютно инициативы Актанышского района, которые направлены на улучшение качества жизни, на то, чтобы расцветал наш Актанышский район. И в-третьих, я, конечно, хотела бы выступить здесь с небольшой информацией о том, чем занималась Государственная Дума в 2020 году и какие задачи ставит на этот год. И вообще рассказать о своей работе как депутата, одномандатника, который избран от одномандатного округа 29, в который входит Актанышский район. Үткән ел бик катлаулы ел булса да, бөек җиңүнең 75 еллыгы, яраткан Татарстаныбызның 100 еллыгы кебек истәлекле, күренекле даталар белән дә истә калырлык ел булды. Ел башында илебез президенты Владимир Владимирович Путин традиция буенча федераль собраниега еллык юллама белән мөрәҗәгать итеп бурычлар куйды. Алар өчен законнар чыгару өлешен илебез парламенты башкара. Беренче урында дәүләтебезнең социаль-икътисади үсеше, балалы гаиләләргә, өлкән буынга, кече һәм урта бизнеска ярдәм күрсәтү бурычлары тора. Коллеги, я думаю, вы согласитесь со мной, что минувший год стал одним из самых сложных, наверное, последних лет. Пандемия коронавируса наложилась на энергетический кризис. Это привело к сжатию многих отраслей экономики. Больше всего увидел на себе это давление малый и средний бизнес. В итоге снизились доходы населения. И в довершении всего, в конце года мы увидели резкий рост цен на непродовольственные товары и базовые продукты питания. Президент страны Владимир Владимирович Путин поручил осуществить ряд дополнительных выплат семьям с детьми, гражданам, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу. Госдума без промедления приняла соответствующие законы и выделила бюджетные средства на их исполнение. Всего нами было принято 37 антиковидных законов, и мы сейчас ведем анализ
Благодаря мерам, предложенным президентом, самые уязвимые категории населения были поддержаны социальными выплатами, объем которых в прошлом году за счет бюджета всех уровней вырос на 16% к предыдущему году. Для поддержки бизнеса был введен широкий спектр мер. Это и прямые выплаты, и отсрочки по налогам и страховым взносам, и льготные кредиты, и мораторий на проверки, и автоматическое продление лицензий. Чрезвычайно востребованной оказалась программа кредитования малого и среднего бизнеса. Это кредиты на выплату заработной платы с субсидированными процентами при условии сохранения численности работающих и кредиты на поддержку занятости. Под защитой программы ФОД 0 и ФОД 2.0 находилось и находится порядка 6 миллионов 600 тысяч рабочих мест. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге ситуациянең бик авыр булуына карамастан, зур әтәкимәткә ия булган милли проектларны тормышка ашыру эше дәвам итә. Демография, мәгариф, сәламәтлек саклау, куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары, торак һәм шәһәр мөхите, мәдәният кебек милли проектларның барысы да шәһәр һәм авылларда яшәү сыйфатын яхшырту өчен эшләнгән. Бу хезмәтләрнең җимешләрен без Актанашта да ачык күрәбез. Без аралаша торган ветераннар, декрет ялындагы яшь әниләр, авыл эшчеләре, барысы да районның көннән-көн матурлана баруына шатланалар. Алга таба да мондый уңай якка үзгәрешләр дәвам итә дип өметләнәләр. Здесь нам с вами важно не остановиться, не потерять скорость позитивных изменений и продолжить движение вперед. Но я вернусь к итогам законотворческой работы, которая в течение года ни на день не останавливалась. Все это время Государственная Дума работала очно. Я являюсь полномочным членом Российской Федерации в парламенте Европы, так вот ПАСЕ целый год работал дистанционно. Государственная Дума не пропустила ни одного пленарного заседания. В итоге мы приняли более 550 законов. Это результат масштабной последовательной работы, проведенной совместно с регионами, правительством и экспертным сообществом. Постараюсь кратко перечислить важнейшие из законодательных инициатив. Принят главный финансовый документ страны – бюджет на ближайшую трехлетку. Здесь я хочу акцентировать внимание на том, дорогие мои коллеги, что несмотря на то, что бюджет дефицитный, в нем заложены все средства для решения вопросов здравоохранения, образования, социальной сферы и защиты людей. В законе о бюджете на 9,5% вырастут расходы на социальную политику в сравнении с 2020 годом. Обеспечивается реализация всех задач, поставленных президентом, включая осуществление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, выделение денежных средств учителям за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания школьникам младших классов и многое-многое другое. На поддержку занятости в наиболее пострадавших отраслях экономики заложен 421 миллиард рублей. Расходы на здравоохранение вырастут и составят 1 триллион 123 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в проекте бюджета на 2020 год. Многие блоги, средства массовой информации, стремясь, вы знаете, за хайпом, пишут о том, что расходы на здравоохранение уменьшится. Это неправда. В сравнении с проектом бюджета 2020 года расходы на здравоохранение в 2021 году увеличатся на 13%. Часть этих средств будет направлена на качественное улучшение первичного звена, модернизацию городских, районных поликлиник и больниц, строительство ФАПов, покупку автомобилей скорой медицинской помощи. И наша задача, коллеги, всеми вместе с Минздравом Республики Татарстан включиться в эту работу, чтобы привлечь федеральное финансирование. Кроме бюджета, хотела бы акцентировать ваше внимание на следующих важнейших законах. Это поправки в Конституцию, законы в их развитии. Далее, закон о материнском капитале. Программа мат-капитала продлена до 2026 года и существенно расширена. Сегодня эти выплаты в размере более 483 тысяч рублей семьям, где родился первый ребенок. При рождении второго ребенка плюс еще 155 тысяч рублей. Всего почти 640 тысяч рублей. Все выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка освобождены от НДФЛ и производятся без подачи заявлений согласно федеральных законов.
Родители, потерявшие работы, получают адресные пособия и выплаты, в том числе на детей от 3 до 7 лет, без учета дохода за прошлый период. Коллеги, я помню, как-то на встрече со студентами одного из вузов ко мне подошла группа студентов и пожаловалась на то, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих мам очень-очень маленькое. Так вот, я их понимаю, так как и сама стала мамой совсем рано, будучи студенткой Казанского федерального университета, и помню, как нужна каждая лишняя копеечка молодой семье. Так я вот тут хочу сказать, что в прошлом году мы наконец смогли увеличить минимальные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих мам в 2 раза до 7082 рублей, и изложили все необходимые средства для этого в федеральном бюджете. Уважаемые друзья, в конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом – ускоренным ростом цен на ряд продуктов, что, естественно, вызвало недовольство людей. Госдума, согласно своего мандата, поручила правительству усилить работу по недопущению резкого роста цен на базовые продукты питания и законодательно наделила его для этого дополнительными полномочиями. Еще одно важное решение. Законодательно введена прогрессивная шкала налогообложения для лиц с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей. Полученные от повышения до 15% НДФЛ средства будут дополнительно адресно направляться на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Именно дополнительно, сверх существующего уже бюджетного финансирования. Принят закон об удаленной работе, где определены и максимально защищены трудовые права работников. Повышена доступность льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Ставка для них от 1 до 5%, разницу между льготной и реальной банковской ставкой покрывается из средств федерального бюджета, все средства также заложены. Коллеги, в нашей республике уделяют значительное внимание пропаганде здорового образа жизни, неприятию наркотиков, курения, алкоголя. В этом направлении самым активным сторонником ЗОЖа, мы знаем, является Рустам Нургалиевич Минниханов, наш президент, и молодые министры. Так вот, при их поддержке, по их поручению, нами был разработан и принят федеральный закон, увеличивающий административную ответственность за распространение в интернете запрещенной информации о наркотических средствах. Ужесточено антитабачное законодательство, введен запрет на электронные сигареты и кальяны в общественных местах, увеличены штрафы за продажу снюсов, насваек, закиси азота и другой прочей отравы. Эту работу мы вели с правоохранительными органами республики, наших районов. И с этой трибуны я хочу сказать им большое спасибо за сотрудничество. Коллеги, законотворческая деятельность – важнейшая часть работы федерального депутата, закрепленного Конституцией и федеральным законом. Ләкин минемчә, безнең һәрберебез Россия Федерацияның Дәүләт Думасы депутаты да, республика һәм район депутатлары да иң беренче чиратта яраткан Татарстаныбыз өчен, аны тагын да үстерү өчен эшләргә тиешбез. Безгә Татарстан халкының тормыш дәрәҗәсе яхшырсын, яңа эш урыннары булдырсын, урта һәм кече бизнес, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният алга китсен өчен авылларда һәм шәһәрләрдә тагын да күбрәк мәктәпләр, балалар бакчасы, театрлар, бассейннар төзелсен, юллар салынсын өчен тырышырга кирәк. Барыбыз бергә, бердәм булып эшләргә кирәк. Бердәмлектә көч, диләр безнең халыкта.